В общем, мы пошли сразу же погулять. На улице тепло. Днем было 20 градусов. Ну, попрощалась, поприветствовалась. Такие фонтанчики здесь. Шумно. Вот театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Евгений Онегин. Это в июне. Красота. Так нравится мне, когда молодежь гуляет. Такие классные. А ты куда побежал-то? Убежать хочешь от меня? Покажу вечерний Красноярск. Речь-флот. Вот этот, кстати, Биг Бен. Не зря его Биг Беном назвала. Почитала в интернете. Красноярский Биг Бен начал отсчет своего времени. Начал отсчет времени с 2001 года. Нам куда же ты? Ну хорошо, как скажете. Я тебя просто туда тащу. Фон Барон ресторан. Там, кстати, вот с той стороны, где мы кружили, там столько всяких разных кафешек, ресторанчиков. То есть на любой вкус и кошелек, я так думаю. Нет, я не голодная. Мы могли бы в берлоге не есть, могли бы здесь где-нибудь поесть. Ну, мы не знали, поэтому мы не переживаем. Спускаемся вниз к набережной. Там вон распивают. Поставили стаканы. Статья 20.1. Распитие спиртных напитков в общественных местах. Ну ладно. А что, тебе жалко, что ли? Что без меня-то? А что без тебя-то? Не знаю, что без тебя. Я все хорошо видно, как днем, да? Да, вообще классно видно, смотри. Все огонечки. Тоже тут самокаты. Ты хочешь меня собирать потом по запчастям? Ой, точно. Какой дедочек с музыкой идет. Класс. Какой веселый город Красноярск. Не зря он мне тогда понравился. Да. Народу прям море. Классно так. Так я от тебя отцеплюсь, а то я и так мотыляюсь иду. Мост так светится красиво. Мы идем на набережную. Спортсмены тут носятся. На велике с шариками. Вау! Какая красота! Туда можно еще вниз спуститься. Класс! Разгорпарк. Так, тут деревья, видимо, цвели или уже отцвели, или что на них тут по 3 цветочка-то осталось. Ягодки висят. Вау! Красота! Огни Красноярска. И на той стороне дома все светятся. Кораблик тут стоит. Кафешка такая. Вот, кстати, на берег Нижний причал, танцевальный пирс, спортивная гавань, кофейна, сувениры. Кафе Ной. Прикольно, там люди танцуют, дискотека. Шашлыки жарят.
как будто на курорте. Как будто это не какой-то там центральный город, а курортный город. Класс. Прикольно. Как там все светится красиво. Вон как красиво. Уточки плавают. Обалдеть. Ты к нам идешь, что ли? Ну, что-то там едят же. Значит, что-то есть. Шлепают, плюшаются. Все так светится красиво. Мы гуляем буквально вот чуть-чуть, и нам уже до безумия нравится этот город. Эти молодежь танцует, что-то репетирует или что? Там мост светится, железнодорожный, вышка. Дальше мы в ту сторону не пойдем. Пойдем обратно по набережной. В обратную сторону вот какой вид. Вот оттуда мы пришли, где высокое здание светится. Речфлот или что-то там было написано, я уже забыла. Такой мост мощный. Красиво очень. Ой, народ везде поет, сидит. То танцуют, то поют. Так весело, тут такая вечерняя жизнь. Тут везде одни лестницы. Ходим и ходим. Выход найти не можем. Вон наша гостиница. Красноярск называется. Фух. Все. Вот так вот. Тут красиво. Красиво? Тебе красиво? Да. Да. На самокатах катается. Дениска нет. Балдеет. А мы гуляем. Короче, у Биг Бена что-то сломалось. А может он через только почетным телефоном? Нет, он в половину 10-го тоже телебонька. Где ты это слово взял? У тебя? Все. Он, видать, в 11 спать пора, он поэтому молчит. А, в 11 тишина же. Ну, начинает. Все тогда. Вкусная точка. Красивая такая, необычная. Кофейни всякие. Новотель. О, как в Новосибирске, Новотель. Бургер Кинг. Доброе красноярское утро. Мы сегодня выспались. Нет. Отлично. Ты не выспался? Не знаю, я выспалась. Ты до этого сутки спал. В общем, позвонили в какую-то службу.
Спросили про экскурсию, нам дали номер телефона, заказали экскурсию. У них, оказывается, есть индивидуальные экскурсии. Ну, они спрашивают, сколько человек, допустим. Вот у нас 2 человека, я сказала. Все, за нами в 11 часов подъедет автомобиль, повезет нас туда-сюда, везде. За 4 часа мы заплатим 8,5 тысяч за двоих. Поэтому сегодня, короче говоря, у нас будет такой насыщенный день. За 4 часа успеть все. Не знаю, буду я там снимать, говорить или раскрою рот и буду слушать. День покажет. Хорошего нам дня. Погода шикарная. 17 градусов в 9 утра. Такое. Наконец-то Биг Бен пропел. Такая музычка приятная. Больше поезд не пройдет, что ли? Нет. Так красиво было бы. Электричка ходит здесь 4 раза в день. Следующая будет часа. Только через электрички 4. здесь Да. ходят, да? Ну и вот отсюда мы что видим? Академгородок, вон он на обрыве. Мы проезжали мимо него. Видна Николаевская сопка с флагом. Виден мост, по которому мы проезжали с вами. Поселок Удачный внизу. Енисей у нас его направление с севера с юга на север, но вроде как такие маленькие людишки вдруг смогли покорить такую гигантскую реку. И написал книгу, в которой борется человек и природа. И вот видите скалы там? Это 2 ближайшие к нам скалы. Между ними есть бухта. В бухте пещера Еленева. В этой пещере была обнаружена... Пещера не глубокая, просто грудь. В этой пещере была обнаружена стоянка древнего человека. Квадратных километров. При наполнении водохранилища было затоплено порядка 120 деревень. Для Сибири это достаточно много. Ой, показалось. Видите вот эти опоры? Думала, кран сняли 4-й. Ой, 3-й. Вот те штуки на ногах, это краны, которые поднимают шлюз. Они постоянно туда-сюда перемещаются, потому что работают все время не все 12 сразу турбин, а по 4 турбины где-то, судя по пузырям, по водоворотам. Вот они перемещаются и поднимают шлюзы, которые удерживают Енисей. Когда ГЭС запустили, это было событие интересное для всего мира. Во всем мире в прессе писали, что вот в России, в Красноярске запустили самую мощную в мире ГЭС. Мы долго были самыми первыми, но для склада Шушинской. Естественно, везде видели фотографии этой плотины. И одна из... В общем, есть версия, что в фильме «Звездные войны» идея истребителей взята с формы вот этих кранов. Вот она, красавица. Я так мечтала на нее посмотреть.
экскурсии. Отлично провели 4 часа времени. Снимать я ничего не снимала толком, потому что девушка, когда увидела, что я начала снимать, она начала стесняться, сказала, что она сейчас будет заикаться. В общем, ну и как бы, в принципе, когда едешь в машине, снимать, что я буду микрофон пихать, чтобы слушать, что она рассказала. По бокам все пролетает мимо, впереди как будто бы ничего не видно. Вот. Поэтому я расскажу, где мы побывали. Покажу, наверное, фотографии приложу. Порекомендую экскурсовода. Очень понравилась нам девушка-экскурсовод. Девушка-водитель. Спокойно ехала. Ну, то есть, как бы было нормально, комфортно, не страшно, как иногда бывает. Тем более по дороге на ГЭС были такие серпантины иногда. Сейчас мы идем по улице Мира, как нам и советовали погулять. Тут всяких много-много ресторанчиков, кафешек. Нам порекомендовали сходить в пельменную. Там пельмени всех народов мира. Ну вот сейчас зайдем, посмотрим. Так хорошо, уютно так в городе, чисто. Мне кажется, мы по этой улице тогда зимой гуляли. Потому что нам сказали, что именно здесь надо гулять. Ладно, топаем. Такой уютный город. Красноярск. Здесь исписано. Везде висят баннеры. Здесь будет метро. Но девушки, конечно же, над нами посмеялись. Сказали, что им это метро обещают каждый год, то к какому-нибудь празднику. Но метро как не было, так его и нет. Так, на самом деле, очень приятный город. Стоим маленько на пешеходном переходе. Посмотрим. Трамвайчиков здесь нет. Я не видела. Что я троллейбусов не видела. Ты трамваи и троллейбусы видел здесь в городе? Я не видела. Не знаю, что это за здание. Центр по лечению и реабилитации инвалидов, ветеранов. Ничего себе. Какой красивенький. Такой фонтан классный. Шарик катает. В общем, мы первый раз случайно прошли пельменную, в которую мы хотели. Как она называлась-то? Нетипичная пельменная, да, или как-то так. Прошли случайно мимо. Но нам нужно было заглянуть еще в одно место, поэтому мы не стали возвращаться. Сейчас мы сделали все дела. Сходили в гостиницу, съездили. И теперь идем снова гуляем по улице Мира. И, кажется, уже подходим к пельменной. Потому что время почти 6 часов вечера, а мы только утром позавтракали. Где эта пельменная? В конце концов. Короче, вообще странно, как-то 2GIS показывает, что сюда надо идти. Мы тут уже по всяким закоулкам. Что-то тут
2GIS не хочет в Красноярске нормально работать. Или вывески нормально не могут повесить. То продукты, не продукты. Ведьмак, крафт-бар. Тут красоту наводят. Прием платежей для хороших людей. Здесь? А вот где вывеска? Вывеска черт знает где, да? До этой переменной. Оказывается, вывеска у нее там совсем наверху, и поэтому ее не видно нам было. Поэтому мы прошли мимо. Сели на веранде. Шумно. Там на улице люди ходят. Классно так. Сейчас покажу, что тут по меню. Цены как бы, ну, такие приятные цены. Ну вот, к примеру, тут сагуда из муксуна 450 рублей я заказала. Так, какие-то посекунчики мы заказали попробовать. В общем, сейчас вы обалдеете от того, что мы много едим. Котлеты всякие, щуки по-киевски, свинина жареная. Ну вот видно, да, цены. Достаточно приятные цены. Пельмешки заказали угольные с кижучем и щукой. 15 штук 320 рублей. Я думала, они маленькие, но сказали, что они нормальные. Так, вот бузы с бараниной заказали 5 штук. И все. Что тут еще есть? Пиво, настойки, алкоголь, коктейли. Это замороженная продукция. В общем, так, что тут еще где-то я вареники видела, да? А вот вареники всякие разные. Так выглядит сагудай. Какой рыбы? Ну, это типа как наша пятиминутка, секундчики и пельмени с рыбой. Вот такие вот маленькие бузочки. Маленькие такие. С бараниной. Антон сказал, что вкусно, да? Нормально. Нормально? Ну вот. Если бы было вкусно, Антон бы сказал вкусно. Антон бы сказал вкусно. А нормально это нормально. Вышли такие из кафешки. И пошел дождик. Классно. Чисто, приятно. Красиво. Очень уютный городок. Городище. Не городок, а городище, да, Антон? Классно. Да, хочу сказать, что покушали мы на 2100 рублей. Гастрономического оргазма не получили, но есть можно. В принципе, было как бы нормально, но не прям там супер-пупер. Пельмени рыбные, которые я ела, гораздо вкуснее. Бузы неплохие, но мяса в них мало было. Мало сока, а бузы было. Вот Антон говорит, соответственно, мало сока, а в бузах должен быть сок. Так, неплохие, тесто неплохое, мясо неплохое, но мало мяса там у них. Сагудай вкусненький был. Мне не понравилось. Антону не понравился. Мне понравился. Я люблю рыбу, мне кажется, в любом виде. А вот эту фреску, или как она там называется правильно, городские власти, говорят, хотели убрать. Что это за женщина с голой грудью тут делает? Но им отказали. Все восстали против. Ой, выключили фонтаны-то. Я ждала снять, чтобы, блин, с этими телебоньками. И фонтаны не посмотрели. Светящиеся. Ну ладно. В общем, покидаем мы этот прекрасный город. Красноярск нам очень понравился.
красивый, уютный, чистый. Есть где погулять, есть что посмотреть. Я думаю, даже есть куда сходить. Но мы за один день, естественно, никуда не сходили. Ну, то есть, как бы нам не надо было. Мы съездили на экскурсию прекрасную. Контакты экскурсовода вам тоже дам. Экскурсия длилась 4 часа. За 4 часа мы успели побывать на смотровой площадке, сфотографироваться сфотографировать червонец. И потом мы про него забыли, потому что на том же самом червонце изображена еще и Красноярская ГЭС. Естественно, на Красноярской ГЭС мы были впечатлены масштабами всей этой красотищи и про червонец забыли. Ну да ладно. Зато мы сфотографировались сами. Снимать я особо ничего не снимала, потому что человек рассказывает, она сидит ко мне спиной, то есть мы ехали в машине. Снимать спину там или мелькающие в окнах какие-то заборы или деревья, я думаю, что, наверное, вам бы не очень было интересно на это смотреть. Поэтому я скажу так, что мы послушали с удовольствием, а вы приезжайте, заказывайте экскурсию и тоже посмотрите и послушайте с удовольствием.